Прошлый год в сфере культуры отмечен значимыми юбилейными датами, насыщенной выездной программой, способствующей налаживанию тесного сотрудничества и интеграционных связей в сфере культуры с регионами России. В Южной Осетии прошли Дни культуры Чечни, Абхазии и Ульяновской области, а в этих регионах – Дни остинской культуры. Плодотворным выдался год и для Государственного драматического театра имени Костахи Тагурова, который представил сразу 7 премьерных показов и активно гастролировал. Несколько больших концертных программ представил и государственный ансамбль «Симт». В прошлом году «Симт» представил большой сольный концерт к своему 85-летнему юбилею. А недавно ансамбль провел концерт в Москве. Радовать успехами продолжает и возрожденная 2 года назад хореографическая школа-студия «Кафт» при Министерстве культуры Республики. Школу основал выдающийся хореограф Мельс Шавлохов. Перед студией стоит важная задача – воспитание будущих кадров. На территории республики в общей сложности действует 5 музеев. Национальный музей республики, фонды которого составляют уникальные исторические экспонаты. Музей Юго-Остинского госуниверситета имени Александра Тибилова. Музей в поселке Ленингор, расположенный в историческом здании. Дом-музей Бориса Галаева и дом-музей Васу Абаева, сравнительно недавно заново открывший свои двери. В Южной Осетии находится более 1200 памятников культуры. В рамках мероприятий по сохранению памятников истории и археологии по поручению президента под патронажем Министерства культуры проводится работа по благоустройству памятников истории и культуры. За полгода это позволило привести в порядок территории порядка 10 значимых и самых посещаемых мест. На территории республики работает 64 библиотеки. Свой вклад в популяризацию и сохранение национальной культуры вносит и Центр народного творчества при Министерстве культуры. Благодаря различным государственным целевым программам продолжается активная работа по развитию культурной сферы страны, сохранению и продвижению культурного наследия остинского народа, а также поддержке различных творческих инициатив. Укрепляются международные договоренности и межнациональные связи. Именно культура формирует самосознание человека и поколений в целом. Ее развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи. Благодаря работникам культуры миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством. Мы присоединяемся ко всем словам поздравлений и добрых слов, направленных в адрес всех сотрудников сферы культуры. Эльвира Тибилова, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.